Я не случайно направил на дерево. Агач — это дерево по-турецки. У нас по-татарски тоже дерево. Агач желега малина. Агач какан дятел. У нас у татар тукран. Агачландырмак значит озеленять. Армак — белеть. Ну, говорят чаще агарган, а у турков, значит, агармак — белеть, сидеть, значит. Агар — тяжелый. Вот, кстати, у нас в вместо г аурга — болеть, значит. А у них агар. Агарлы у нас аур. Аур — тяжелый, аурлы — типа больной. Ауры — то болеть. У них агр — это агр. Агрлык, соответственно, тяжесть. Агр — су, тяжелая вода. Вот агрлы. Болезненный. Агрмак — болеть. У нас аурмак. Агрсыз — безболезненный. Ахляк. У нас у татар тоже и других тюркских народов ахляк — это мораль, нравственность. Ахлаклы — нравственный, конечно. Ахлаксыз — безнравственный. Ну, ахмак — это у нас тоже глупец, типа дурак. Ахмак. У нас семья у татар гайля, у турок айля. Обратили внимание, наверное, мы как арабы говорим, гайля. Не гайля, а гайля. Айля. А турки говорят айля. Айле. У нас о сумасшедшем говорят акылдан шашкан. Акыл — это значит ум. Умом тронулся, рассудком, значит. Акыл — это ум, разум, рассудок. На турецком, значит, акыл. Акыллы, соответственно, умный. Над нами в детстве подкалывали, когда мы говорили, он такой-то акыллы. Подкалывали, говорили, акыллы кутнан бог аталды. Вот такая поговорка была простая. Акылсыз, соответственно, неумный.